О проблемах этой 18-этажки наслышана уже вся республика. В любое время года жителям высотки приходится сталкиваться с различными затруднениями. Летом насосы не справляются с подачей воды, зимой не отапливаются квартиры, а вот вопрос затопленных подвалов решается круглогодично. Сырость, неприятный запах, мусор и постоянные порывы труб. Со всем этим жильцам высоток приходится справляться собственными силами. Собирали деньги, нанимали рабочих, а где возможно, сами устраняли проблемы. Одна из таких активных жильцов и Мария Аздоева. Жители уже не знают, как и кому еще бить тревогу. Устранять порывы порядком устали. Смысла все равно нет, сети нуждаются в замене. Это подтверждают и представители местной администрации. Мы латаем, от порыва открывается. Мы латаем, и порыв открывается. Да. Причины, я точно не могу сказать, но, скорее всего, использование некондиционного строительного материала, конкретно труб. Хоть дома территориально находятся в Насыркорте, на балансе у муниципалитета не состоят. Тем не менее, местные власти периодически помогают в решении проблем жильцов 18-этажки. Выкраиваем деньги из статей, отпущенных на наше благоустройство округа, Насыркорского округа. И очень часто из своего кармана выкладывают деньги глава администрации. Напрашивается вопрос, почему жильцы не создадут ТСЖ или не наймут управляющую компанию. Дело в том, что это пока не позволяет законы. Дома официально не введены в эксплуатацию, их статус не определен. Отвечает за них Министерство образования, но высотки пока не приняли на баланс по непонятным причинам. Однако люди сюда давно заселились и продолжают обживать. Мы постоянно ведем тяжбу и с Минобром, и с Министерством строительства, поскольку действительно статус АБ домов не определен. Город Назрань на свой баланс эти дома не принимал. И мы, я как сказал, в силу территориальной принадлежности ведем эту работу. На этом проблемы не заканчиваются. Они каждый год только накапливаются. Вечно неработающий лифт – головная боль жителей верхних этажей. Лифтеры сюда наведываются ежемесячно. В 3-м подъезде лифт отремонтировали совсем недавно. На это ушло 20 тысяч. Средства выделил один из жильцов. А этот витраж – угроза как для детей, так и для взрослых. Разбитые весной после ураганного ветра стекла так и не заменили. С тех пор и стоят, шатаясь. Жители кое-как закрепили витраж подручными средствами, а зимой все будет продувать без стеклопакетов. Администрация дахат, мэрия дахат, магаси, уахмаснадашдан, уахкяхтаждан туах. Ятуайр дизерт хунчуах, бирждат хакал лилыш, та утхатаду бирждан, та васинасти этаж лакит ирхун, я витраж хун, иги жлатха, яриги лакир халту улвоч, а яр полностью дирчи хай. Благо, мусор вывозят вовремя. На регионального оператора жильцы не жалуются. Правда, первые после уборщиков здесь лошади. Они наводят свой порядок. Суббота, воскресенье, смысит хер мусор. Здесь аштяха, ну хака, троист идеалчи, шалаштина, гоуриш, ярик бехи, метик бехитха. تخديخر دار جورج ليل جواسجيك جورج تخدوش على حماخيت или طاليحكي سحمدي آلر ديخر ترتخ. Все, о чем мечтают жители, это стать собственниками квартир, в которых проживают. Всех этих вопросов сегодня могло и не быть, если компетентные органы надлежащим образом провели бы организационные работы по передаче в собственность фактически уже переданных жильцам помещений. Когда и кем решатся проблемы многоэтажек, неизвестно. Пока все ответственные стороны только перекладывают вину друг на друга. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.